Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Фестиваль «Мусустар» является ключевым событием для развития молодежной культуры и общественной активности в регионе и одно из самых масштабных событий на Дальнем Востоке. Ежегодно фестиваль становится точкой притяжения активной и талантливой молодежи республики. Об итогах фестиваля «Мусустар» и о предстоящем гражданском форуме мы сегодня поговорим. Гость в студии Андрей Сосновский, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот 17 февраля прошло финальное шоу молодежного фестиваля нашей республики «Мусустар». Вот как прошел фестиваль в целом? На самом деле фестиваль прошел прекрасно, потому что мы каждый год смотрим, как много молодых людей приобщается к этому замечательному фестивалю. В этом году снова у нас на итоговом шоу пришло на 500 человек больше. С районов также у нас было больше активность, чем в прошлом году, около 2000 участников. Особенно мы рады, когда приезжают ребята, активная молодежь с арктических районов, потому что основная цель форума — это все-таки сплотить и собрать всю республику и создать такое сообщество, которое бы позволило обмениваться мнениями и идеями. Поэтому в данном случае «Мусустар» у нас, конечно, прошел, как всегда, мне кажется, хорошо. Это отметил также глава республики Арсений Сергеевич, который посетил и корнеры, которые работали на итоговом направлении, и также сам фестиваль. У нас было 24 конкурса и по 14 направлениям. Были новые направления, были старые направления. Вот. И, конечно же, как всегда, лучший молодежный район, лучший арктический молодежный район. Второй год подряд в Арктике у нас побеждает Булунский район. Вот. Ну, это говорит, конечно, о высокой степени их подготовки. И в лучшем молодежном районе у нас победил Горный район, с чем мы их, конечно же, поздравили. Ну, в этом году появились новые треки, да, такие как развитие туризма, да, агропроизводство. Вот какую обратную связь получили организаторы с введением новых треков? Будут ли они продолжены? Есть ли идеи, может быть, появления новых треков? На самом деле, конечно, каждый год форум, в принципе, это живой организм, что-то меняется, что-то дополняется, мы получаем обратную связь, мы всегда следим за этим. По новым направлениям это популяризация, конечно, сельского хозяйства, это туризм. Мне кажется, со времен ковида внутренний туризм сейчас на пике, поэтому, мне кажется, очень актуальное направление. И направление, связанное, которое с годом детства и семейной политикой. Конечно же, мы получили обратную реакцию. Обратная реакция от районов положительная. Конечно, можно сказать о том, что новые направления иногда требуются в каких-то индивидуальных настройках по сравнению с теми, которые уже, как говорится, четвертый год проводятся. Но, тем не менее, мы рады, что новые направления были восприняты участниками. Сейчас самое главное, конечно же, не снижать явку, и чтобы мы видели, что районам это тоже интересно, потому что не хочется проводить направление ради самого направления. Вот. Ну и, естественно, то направление, которое было посвящено году детства, оно, скорее всего, в следующем году от нас уйдет, и появится новое направление, посвященное тематике следующего года. Ну, поговорим о другом событии, да, в марте как раз-таки у нас планируется гражданский форум 2024. Вот что из себя представляет данное мероприятие, какие ключевые цели и задачи у него? Ну, гражданский форум у нас проводится уже в 12-й раз. Это, конечно, масштабное мероприятие, которое призвано с собой, с одной стороны, собрать всех общественников, также со всей республики. Пользуясь случаем, мы приглашаем всех гражданских активистов, представителей бизнес-сообщества, просто активных граждан к участию в форуме, который у нас, как вы сказали, состоится 13-14 марта. Вот. Пленарная часть у нас состоится 14 марта в Саха-театре. И, конечно, те предложения, те решения, которые вырабатываются в рамках гражданского форума, они всегда выходят в итоговый документ, который потом руководствуется которым потом и органы исполнительной власти, и в УТУМЭН также он поступает. Поэтому на самом деле это такое вот флагманское действие, флагманский форум, который у нас проводится. Поэтому мы хотим, чтобы все активные, все люди, кому есть что сказать, приняли в нем участие. Вот как долго шла подготовка к этому мероприятию? Вообще она продолжается, наверное, эта подготовка? Она сейчас в разгаре, В да. каких районах приедут представители? Какие темы будут обсуждаться, конечно же? Конечно, как всегда, у нас есть традиционные темы, которые мы активно поддерживаем. Это патриотическое, духовно-нравственное воспитание,
В этом году мы отдельно хотим рассмотреть темы комфортной среды, потому что, мне кажется, эта тема также очень интересна и значима, для северных городов особенно. Также, конечно же, темы, посвященные году семьи и году детства будут. Будут даже фестивали всей семьей, которые также пройдут в рамках гражданского форума. И, конечно же, мы отдельно поговорим про развитие самих некоммерческих организаций, то есть как основная такая форма сплочения гражданских активистов. У нас будет федеральный эксперт Алексей Арабузов, который приедет и будет говорить с НКО о том, как развиваться, чтобы наши НКОшники были, скажем так, устойчивые, чтобы не развивались от одного проекта и потом как бы думали, а что нам делать, а чтобы было устойчивое развитие, что тоже очень важно. Вот. Ну и на самом деле, как всегда, конечно, Центральная Якутия активно будет представлена, потому что им ближе добираться до Якутска. Вот. Но мы ожидаем, все районы подтвердили участие свое, и, конечно же, ждем, что и 13 и 14 активно примут участие на всех площадках форума, их 6. Форум у нас уже готовится, не побоюсь слова, 3-й месяц. Вот. Сейчас мы в активной стадии работы с модераторами, потому что на самом деле от дискуссионной площадки очень много зависит от того, какой будет модератор, какие будут тематики у спикеров. Поэтому сейчас вот мы работаем над внутренними смыслами, наполнениями и выступлениями наших уважаемых спикеров. Вот кому будет этот форум интересен в первую очередь? Кому стоит принять участие? Обязательно. Ну, на самом деле, мне кажется, надо смотреть площадки. То есть человек, который хочет определиться, стоит ему, не стоит идти, ему надо посмотреть на площадки и понять, какая площадка точечно ему будет интересна. И сразу скажу, названия площадок довольно широкие, например, грани патриотизма, которые охватывают и воспитание молодежи, и, собственно, уже тех опытных людей, которые уже давно общаются в этой теме, у кого есть уже реализованные проекты, успешные кейсы. Вот, поэтому на самом деле надо найти интерес именно в свою тематику, во-первых. Во-вторых, конечно же, мне кажется, для тех наших жителей республики, кому не безразличны те или иные направления, и кому, возможно, у кого-то есть какие-то предложения по определенным уже направлениям, это также будет интересно подойти, послушать, высказаться. На каждой площадке есть открытые микрофоны, живые дискуссии. Я обычно за гражданский форум сам посвящаю, наверное, 3 площадки. И всегда приятно видеть именно активные площадки, потому что когда ты видишь, что спикер прекрасно выступил, есть обратная реакция из зала, это прямо четко идет понимание, что это все не зря проводится, потому что есть вот этот обмен мыслями, обмен смыслами, и в итоговый документ, который также будут готовить модераторы площадок, организаторы площадок, он тогда получается максимально насыщенный и точечный, что очень важно. Ну вот, кстати, давайте поговорим о результатах форума, да, какие ожидания вообще по результатам и чего вообще удается добиться на подобных мероприятиях, может быть, какие-то новые идеи рождаются или какие-то новые направления работы. Да, на самом деле каждый раз форум предлагает по тем или иным направлениям какие-то даже решения, возможно, старых проблем, возможно, что-то новое. То есть у нас, например, очень большой всплеск получили, например, общественные советы после одного из гражданских форумов. Также после одного из гражданских форумов у нас были предложены ряд изменений в семейное законодательство, в кодекс об административной ответственности. То есть на самом деле тут широкий спектр. Я помню, когда 2 года тому назад у нас был гражданский форум, там также были подняты вопросы экологии, которые получили большую поддержку со стороны наших депутатов. Поэтому на самом деле очень много интересного проходит всегда на площадке гражданского форума. И тут иногда, конечно, поднимаются точные вопросы. Я помню семейную площадку 2 года тому назад. Там точно обсуждался вопрос именно работы такси в Якутске. То есть там такие вот более узкие вопросы были. То есть на самом деле, опять же повторюсь, очень многое зависит от того, какие спикеры будут и как модератор поведет дискуссию, и от самих людей. То есть, когда я, например, присутствую на экологической площадке, там были и бизнес, и преподаватели, и, естественно, общественники, экоактивисты, и журналисты также, которые каждый освещали тематику со своей стороны. И вот именно вот в таком вот обмене мнений вот и рождаются вот именно, мне кажется, максимально полезные точечные резолюции. В настоящее время, да, очень актуальный вопрос — это специальная военная операция. Каким образом, да, может быть, что будет посвящено патриотизму? Какие еще направления, связанные с СВО, будут на этом гражданском? Ну, конечно, у нас будет, как всегда, уже традиционно отдельная площадка
выставка по патриотике. В этом году она носит название «Грани патриотизма». Там будут освещаться вопросы патриотического воспитания молодежи, что, естественно, актуально, особенно для нашего министерства. Ну и, конечно, мы будем приглашать к участию уже людей, которые находятся в отпуске с зоны СВО или уже завершили контракт, и также, чтобы они поделились своим опытом. К выступлению у Общественной палаты есть прекрасный проект «Свои». Это проект, который также направлен, он освещает деятельность тех, кто помогает нашим бойцам в тылу. И на самом деле очень прекрасный проект, он также будет освещен. Вот. И, конечно же, мы привлечем все молодежные патриотические клубы, кадетов, карбушевцев, юнармию, то есть максимальный охват, чтобы непосредственно на этой площадке мы поговорили именно про патриотические актуальные темы, возможно, как раз открыто сказали, что где-то не получается или что, на каком направлении надо усилить свою работу. И вот именно в таком, мне кажется, обмене без галстуков у нас и получится как раз больше конкретики получить от всех участников площадки. Ну, вот теперь подробнее о том, да, где можно ознакомиться с программой гражданского форума, где можно посмотреть, да, где находятся площадки, какие тематики, где это все можно узнать. Ну, программа у нас размещена на сайте нашего министерства, в телеграм-канале нашего министерства. Опять же, пользуясь возможностью, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Вот, естественно, на сайте Общественной палаты, потому что мы делаем это мероприятие традиционно с ними. Вот, конечно же, мы распространили рекламу на основных республиканских каналах и экранах. Это у нас будет также на НВК транслироваться. Вот. Площадки, как я уже сказал, пленарная часть состоится 14-го в 14:00 в Саха-театре. Также дискуссионные площадки 13 и 14 пройдут в IT-парке на Ленина 1, в точке кипения города Якутска на Ленина 1. И одна площадка у нас состоится в точке кипения СВФУ на улице Кулаковского. То есть, в принципе, все расположено довольно-таки компактно. Мы максимально постарались сделать все доступно, чтобы в пешей доступности были все площадки. Стоит ли записываться раньше? Хватает ли мест для всех желающих? На самом деле стоит, потому что открою, скажем так, секрет, что аудитории у нас рассчитаны, как правило, в Якутске от 60 до 140 человек. И, конечно же, в малой аудитории, если тема популярная, будет очень быстро расти заполняемость, поэтому я советую заранее посмотреть контактные телефоны в объявлении, записаться и проявить максимальную свою гражданскую активность, потому что на самом деле именно такая уникальная площадка высказаться, обсудить темы бывает у нас нечасто. Вот, поэтому это такой уникальный случай. И также мы, кстати, ожидаем, что коллеги с других общественных палат, других регионов или Российской Федерации, ВКС точно подключатся, ну и, возможно, приедут лично. Поэтому надеемся на большое количество федеральных экспертов. Ну что ж, Андрей Александрович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успешного мероприятия и, конечно же, побольше интересных идей и результатов. Вам спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.